Ой, мама Люся. Угу. Так, потягунчики у нас такие, да. Для них она как мама. Выхаживает, кормит, следит за здоровьем. Луиза Яскиева работает врачом-неонатологом уже 20 лет. Во многом именно от ее действий зависит судьба каждого малыша, поторопившегося появиться на свет. У этой девочки вес всего 1,5 килограмма, а здесь мальчик – 100 кг. Однако это не предел. Есть и такие, чей вес всего около 500 граммов. Ежедневно сюда, в Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой, поступает в среднем 5 детей. Если раньше приговор был для ребенка меньше 500 кг, они не выхаживались, то на сегодняшний день они выхаживаются. 800-граммовые дети отсюда вышли, 600-граммовый ребенок выжил здесь. Дети, которые у нас с врожденными пороками сердца, тоже мы их научились выхаживать, и они у нас переводятся. И конечный прогноз зависит от того, насколько они перенесут эту операцию, но мы их уже научились стабилизировать и переводить в специализированные стационары. Выхаживание недоношенного ребенка очень сложный и трудоемкий процесс. Детей с экстремально низкой массой тела помещают в специальные инкубаторы, где настраивают определенную температуру. Мониторы ловят пульсы дыхания ребенка, а питание поступает либо внутривенно, либо через специальные питательные трубочки. Таким образом, неонатологи имитируют дальнейшее внутриутробное развитие ребенка. В актовом зале Министерства здравоохранения региона сегодня подводили итоги работы врачей-акушеров и неонатологов за 2015 год. Награждение и вручение грантов проходило в 3 номинациях. Среди лучших и Луиза Яскиева. Лучший неонатолог 2015 года Чеченской Республики Яскиева Луиза. Поздравить врачей в республику прибыли главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Дегтярев и главный неонатолог по СКФУ Алексей Мостовой, которые отметили безусловный успех чеченских медиков. По словам министра здравоохранения, появление новейшего оборудования, повышение квалификации медработников, а также слаженная работа позволила всего за 2 года снизить детскую смертность в регионе в 2 раза. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. У нас всегда было приоритетным направлением здравоохранения, это материнство, детство, но таких результатов и показателей у нас до сих пор не было. Это такой исторический минимум. Дети, особенно новорожденные, недоношенные, стали умирать в 2 раза меньше. Материнских смертей тоже в 2 раза меньше по итогу. Но заданный темп нам нельзя останавливать. Событие это действительно историческое. Чеченская республика уже много лет в числе лидеров по уровню рождаемости среди субъектов России. Однако и младенческая смертность в республике превышала средние показатели по стране. Всего за 2 года чеченским врачам удалось сделать, казалось, невозможное – сократить младенческую смертность на 50%. Так, если за 11 месяцев 2012 года умерло 745 младенцев, то за аналогичный период 2015 всего 375 детей. Основные причины, в первую очередь, это экстрагенитальная патология беременной женщины. Это нездоровый индекс, скажем так, вообще женщин репродуктивного возраста. Это социально значимые факторы, то есть когда женщина не вовремя становится на учет, не вовремя обследуется или неполноценно обследуется. Кто из них кто? Али, Хасейн, Хусейн. Эли, Хасейна и Хусейна Зарема Берсанова ждала в декабре, но на свет они появились на 2 месяца раньше, в октябре, и весили всего по 1,5 килограмма. Всех малышей удалось спасти. Мама теперь уже 5 детей от них не отходит. Сейчас малыши идут на поправку и весят по 2,5 килограмма. А у виновников сегодняшнего торжества продолжается борьба за тех, кому заявить миру о себе было суждено раньше положенного срока. Седа Сапарова, Расул Арцухаев, Мансур Саев и Дани Хавхаров. Новости.